Здравствуйте, в эфире программа «Акцент», в студии Артемий Грошев. И сегодня у нас в гостях руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Власевич Никифоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Власевич Никифоров родился 23 июня 1978 года в городе Ленск, Ленского района Якутской ССР. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности экономика и социология труда, управление персоналом. В 2015 году приказом Центрального исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» назначен руководителем регионального исполнительного комитета ЕРО партии «Единая Россия». Расскажите, пожалуйста, сколько в Якутии откроется избирательных участков? И как избирателям определить именно их участок избирательный? Значит, у нас на территории Республики Саха-Якутия будет открыто всего 531 участок. Соответствующие решения уже приняты с охватом всех муниципальных образований Республики Саха-Якутия. В целом, ознакомиться, где они будут голосовать, в селах это очень просто. В принципе, это традиционные места проведения выборов. Ну а в городах нужно будет ознакомиться на сайте yakutir.ru, на сайте регионального отделения. В целом можно зайти и посмотреть, на каких участках голосования можно будет прийти. И сколько якутян, как вы думаете, примут участие в предстоящем голосовании? И сколько якутян принимало в предыдущем голосовании? Вот есть какая-то статистика? Ну, в целом, если сравнить 2016 и 2017 годом, да, в 2016 году по выборам депутатов Государственной Думы приняло участие порядка 14% избирателей, всех избирателей Якутии, это что составило 87 тысяч человек. Но там можно говорить о том, что участков было гораздо меньше, были охвачены только в основном районные центры и 28 участков в городе Якутске. А нынче вопрос обстоит по-другому, охватываем все населенные пункты практически. А в 2017 году по муниципальным выборам уже принял участие 92 тысячи человек, что составило 17,2%. Но я думаю, что на нынешнем предварительном голосовании примет не менее 92 тысяч человек, и я очень надеемся, что серьезно приумножим, потому что очень много тоже муниципальных выборов, 15 глав районов, муниципальных поселений, депутатов райсоветов. И, естественно, интерес населения именно к этим выборам, он более, значит, больше. Интерес больше, и для каждого избирателя решение вопросов своих каждодневных, ежедневных вопросов именно с этими людьми происходит, с главами поселений и с главами районов. Поэтому я думаю, что будет больше, чем 92 тысячи на порядок. И почему предварительное голосование в Якутии проводится раньше, чем в других регионах? Вот с чем это связано? Ну, по крайней мере, мы все жители Якутии на себе испытываем, почему мы, например, в конце мая или в начале июня не можем с охватом всего населения проводить те или иные мероприятия. И исходя из этого принципа, учитывая наши природно-климатические обстоятельства, учитывая нашу транспортную доступность, да, вот сложную транспортную схему, руководством регионального отделения партии была проведена определенная работа с руководством партии, где нам пошли навстречу. И в целом отдельно от всей страны только в Республике Саха-Якутия вот 15 апреля будет проводиться предварительное голосование. А в целом по стране предварительное голосование определено на 3 июня. Ну, 3 июня, к сожалению, у нас ни дорог, ни связи, значит, никакой логистики. Поэтому у нас предварительное голосование будет проводиться именно 15 апреля. Ну и теперь непосредственно вопросы по самой процедуре голосования. То есть, во-первых, кто может принять участие в голосовании, во-вторых, сколько бюллетеней будет подготовлено, и в-третьих, можно ли проголосовать только за одного кандидата или за нескольких? В качестве выборщика, то есть проголосовать на предварительном голосовании может любой житель Республики Саха-Якутия, который зарегистрирован именно в территории данного округа.
Ну, то есть, например, зарегистрирован в каком-то определенном населенном пункте и там и голосует. Имеют право все, то есть все граждане, которым значит, исполнилось 18 лет или исполнится 18 лет до момента выборов 9 сентября. Вот. Ну и всех желающих приглашаем на участки голосования и принять активное участие. У нас предварительно изготовлено порядка 235 тысяч бюллетеней. Это и по одномандатникам, и по партийным спискам. Столько же и по партийным спискам. И у нас, в отличие от выборов, голосование проводится рейтинговое. Это означает о том, что каждый избиратель может отдать свой голос за каждого кандидата, который ему импонирует, вплоть до всех участников, которые числятся в бюллетене. Ну, например, в бюллетене числится 5 участников, избиратель вправе поставить галочку напротив вот 5 этих участников предварительного голосования. Это и называется рейтинговое голосование. Ну и завершающий вопрос. Вообще можете рассказать, объяснить, для чего предназначено предварительное голосование? Давно проводится данная процедура и применяется вообще 4 модели. И самая демократичная модель — это первая модель, которую мы уже последние 2-3 года активно применяем. Ну, в целом и по всей стране проводится. Что означает, значит, отбор кандидатов, он наиболее конкурентен, открыт и прозрачен. То есть не сидя в кабинетах или в пленумах, конференциях решается, кто пойдет на выборы от партии, да, а именно каждый избиратель своим голосом, своим предпочтением дает нам подсказку, кого же выдвинуть на настоящие выборы, на предстоящие выборы. То есть это, проще говоря, мы спрашиваем у населения, у избирателей, кто же достоин представлять партию на предстоящих выборах. Хорошо, Дмитрий Власевич, спасибо вам за интересную беседу. Это была программа «Акцент». До новых встреч.